Хочу отдельно поздравить с сегодняшним знаменательным днем, Днем знаний. Этот день мы встречаем каждый год как часть некогда великой державы, которая впервые начала покорять космос, первая в мире достигла полной грамотности, за исключением детей дошкольного возраста. Кыргызстан может гордиться своими достижениями в науке и в технике. В частности, в луноходе были установлены приборы, сделанные в нашем опытно-конструкторском бюро Института космических исследований. Мне приятно сообщить об инициативе автономной некоммерческой организации «Содействие развитию международного сотрудничества Евразия» по безвозмездной передаче 50 школьных автобусов в нашей стране. Передача школьных автобусов некоммерческой организации Евразии, а также финансовых средств в сумме до 1 миллиарда рублей для развития образования является примером добрых отношений между Кыргызстаном и Россией. Кыргызстан и Россию давно связывают крепкие партнерские отношения, и мы высоко ценим тот вклад, который наши российские коллеги вносят в развитие образовательной сферы в нашей стране. И не только в образовательной сфере. Россия вносит существенный вклад в развитие нашей экономики. Успешно работает Кыргызско-Российский фонд развития, совместные проекты, обмен опытом, поддержка и сотрудничество. Все это укрепляет наши связи и способствует прогрессу. Образование – это фундамент, на котором строится и настоящее, и будущее нашего государства. И в этой связи нами принимаются меры по реформе системы образования, модернизации всех ее звеньев. Особое внимание при этом уделяется укреплению материально-технической базы образования. В последние 3 года мы достигли существенных изменений в этом вопросе. В результате эффективной работы команды профессионалов под руководством уважаемого президента страны Садыра Нуркожоевича удалось добиться возврата золота, которое добывали в Кумторе, собственность государства, сокращению нелегальной экономики, увеличению поступлений в государственный бюджет, и появилась возможность своевременно платить внешний долг, увеличить заработную плату работающим в системе образования, здравоохранения, культуры и искусства. Выделены немалые средства для строительства школ. Если в 2010 году государством было построено 15 школ, то в 2023 году было уже построено 105 школ. За это время количество детей увеличилось почти на 500 000. Впервые в 2024 году в перечень объектов на строительство и капитальный ремонт, финансируемых из бюджета, включен 431 объект образования на сумму почти 1,5 миллиарда сомов. Это количество объектов в 2 раза больше, чем в 2022 году. Мы впервые вышли на те объемы строительства, которые у нас были до обретения независимости. Впервые на текущий ремонт школ республики направлено почти 400 миллионов сомов, что в 4 раза больше, чем в предыдущие годы. Надеюсь, учителя больше не будут унижаться и просить деньги на такие мелкие расходы. Бюджет на образование за 15 лет вырос с 12 миллиардов до 65 миллиардов сомов в год, что составляет 5,2% от ВВП, согласно нашему закону о республиканском бюджете на текущий год. Тем не менее, у нас есть нерешенные проблемы, а также резервы для улучшения работы. Имеются отдаленные регионы, труднодоступные места, где строительством школьных зданий не решается вопрос обеспечения условий для полноценного образования. Соотношение количества учителей и учеников не соответствует установленным стандартам. Другими словами, в малых школах трудно, порой невозможно добиться их комплектации учителями высокой квалификации. Вариант достойного получения образования детьми путем организации школьных автобусов принят во многих странах, и мы тоже начинаем идти по этому пути. Именно такие инициативы, как поддержка школьного образования в материальной и технической части, позволяют организовать доступное и качественное образование. Мы не должны забывать, что школа – это не просто здание. Школой мы назвали по заветам великого нашего писателя Чингиза Тарикуловича место встречи талантливых учеников, а Бог сделал талантливым всех наших детей, когда они родились.
то это место, где встречается обязательно талантливый учитель. И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы эта встреча состоялась. И автобусы в этом деле, думаю, нам помогут. Хочу отметить, что немало выпускников наших школ учились в лучших вузах России, в МВТУ имени Бауна, в МГУ, в МФТИ. Они были в основном выпускниками столичных школ. Теперь, благодаря организации школьного транспорта, повышается вероятность большего проявления талантов и из отдаленных районов нашей страны. Как и Ломоносов, вышедший из села Холмогоры, конкурирующий с европейскими Нептунами и Платонами, наши ученики из отдаленных районов будут карабкаться к сияющим вершинам науки. Хочу выразить особую благодарность нашим российским партнерам за оказанную поддержку. Мы полностью согласны с идеями, изложенными в проекте соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Организацией Евразия. Мы тоже стремимся сохранить и укрепить традиционные ценности на евразийском пространстве. Вот некоторые идеи, которые заинтересуют, думаю, всех наших граждан. Адресная поддержка талантливых учителей и учеников, академическая мобильность студентов и преподавателей, совместные научные исследования, образовательная программа «Медиашкола Евразия», курс «Интенсив» для журналистов и блогеров со всего евразийского пространства с опорой на базовые традиционные ценности народов Евразии и их самобытность. Партнерство между Кыргызстаном и Россией имеет долгую и успешную историю. Мы высоко ценим наше сотрудничество, но вместе с тем совершенно ясно, что мы не исчерпали наших возможностей. Другими словами, использование потенциала для интеграции в сфере образования и науки не соответствует современным требованиям, то есть мы могли бы добиться во много раз больше. А это необходимо для достижения конкурентоспособности наших стран на мировом рынке. Как известно, в настоящее время, в эпоху информационного и технотронного общества, в конкуренции интеллектуалов решается многое или почти все. В завершение я желаю всем участникам плодотворной работы, новых идей и успешных совместных проектов. Благодарю за внимание.